Я нахожусь возле кладбища Росма, которое находится на окраине города Пылва. И все, наверное, знают о горе Крестов в Литве, но никто не знает, что в Эстонии есть, скажем так, лес крестов. А вот две сосны стоят на въезде, если вам видно. Тут немножко заросшие кресты, довольно старые, хотя один из них довольно еще такой, скажем, свежий. Не знаю, видно вам или нет, но попробую вот так вот. Здесь, здесь, на соседнем дереве. Вот. Вот. Теперь немножко о поверье, что эти кресты значат и откуда они взялись. Я знаю два места в Эстонии, где есть такие кресты. Одно находится здесь, другое сравнительно недалеко. Чуть позже я напишу в описании к видео, где. Традиция такая. После того, как после смерти родных усопшего провожает последний путь на кладбище. И по дороге на кладбище, перед тем, как его похоронят, на стволе деревьев вырезает кресты. Для чего это делается, трактуется по-разному. В одних случаях это говорит о том, что хотят, чтобы душа умершего не беспокоила родственников. В других случаях говорят, чтобы через дерево душа упокоилась, воззашла на небеса. В общем, трактует по-разному. В этой традиции есть еще такие нюансы. Вырезать крест должен мужчина мужского пола. Если умерший мужчина, то крест вырезается на сосне. Если женщина, на еле. Но, правда, он уже заросший. И, кстати, он находится на еле. Значит, он, скорее всего, поставлен в честь умершей женщины. Вот такая вот, в общем, традиция. Если видно, там еще парковка возле кладбища. И возле этой парковки также находится несколько деревьев, на которых вырезаны кресты. Я думал, что их здесь больше, их оказалось меньше, но я думаю, со временем они просто на деревьях зарастают. Иногда одно дерево принадлежит общине, скажем, деревне, и все вырезают на нем кресты. Есть также деревья, которые принадлежат одной семье, и вся семья там отмечает своих усопших, умерших. В общем, вот такие нюансы.